Гладко стелится под колеса дорога, которая ведет нас в село Первый Нелюктяинск. Благо, успели дорожники привести ее в порядок после прошлогоднего паводка. Проезжаем селом. И перед нами то самое место, куда мы так спешили. Здесь вот-вот начнутся соревнования, которые получили название «Праздник Баяная». Данное мероприятие у нас проводится уже 20 лет, и с каждым годом отмечается активность жителей и Наслега, и района в общем. Мы наблюдаем, что сегодня количество участников еще увеличилось, чем в предыдущие годы. Это, наверное, связано с юбилейной датой этого мероприятия. Мы приурочили к 80-летию Великой Победы и году защитника Отечества. И решением, скажем так, местной администрации решили, поставить такую цель, еще и увековечить, скажем так, ребят, которые пали смертью храбрых на зоне специальной военной операции. Народу не протолкнуться. Между прочим, в этом году исполняется 20 юбилейных лет этим соревнованиям. А начиналось все в 2005 году, когда 3 энтузиаста собрались и решили провести такое мероприятие. Мы собрались 3 Анатолий Николаевич, Филиппов Анатолий Николаевич, Роев Анатолий Николаевич, я. И решили так, как раз я выписывал журнал «Рыболов». Там все в России, например, проходили все мероприятия, рыбалка, все. Мы подумали, а что у нас нельзя провести? Давайте сделаем такое дело, и потом будем в дальнейшем расширять. И первые как раз собрались, благодаря поддержке главе в то время Малая Светланы Иннокентьевне. Она выделила нам финансовые средства на это проведение. Но, правда, в то время, как говорится, денег было не предусмотрено, но нам выделили где-то 3000. И самый у нас суперприз был болотные сапоги. И там по мелочам. Но как раз мы выехали в местный берег на речку, где-то под водомером. И там отбылось на первое, это где-то человек 15. И как раз там в то время живой был Николай Николаевич Эвристов. Он провел алгыс такой хороший, напутствие. И благодаря, видать, ему хорошему алгысу, напутствию, это мероприятие прошел путь такой. Считай, сегодня мы уже празднуем, справляем 20-й юбилей. В этом году в качестве суперприза совсем не болотные сапоги. В призовом фонде и есть за что побороться собравшимся. Так, сколько времени? 12 часов 40 минут. Давайте, погнали! До темноты участники показывали свою ловкость, смекалку, а где-то и силу. С каждым годом количество этапов становилось все больше. В этом мы насчитали 15. Ага. И меня, как эколога, радует, что много детей тоже присутствует в данном мероприятии. Взрослые берут своих детей, и, как говорится, данное мероприятие прививает людям, детям нашим любовь к природе, к бережному отношению к природе.
По некоторым видам судьи справедливо поделили на возрастные группы, уважив старших. Со стороны все кажется легко и виртуозно. Мелькает бур в умелых руках. Только попробуй сам и оценишь, сколько сил для такой легкости требуется. Добыть рыбку, как добывали деды, непросто. Без физической подготовки здесь тоже никак. Пожил в городе, сетует один из участников. Это мое второе соревнование. Позапрошлом году тоже на играх, на празднике Баяна я тоже здесь же занял первое место до 55 лет. И сегодня вот, видать, проживание, городские условия дает о себе знать. До этого как бы уже тренировался, был действующим спортсменом, а сейчас как бы уже работаю тренером, и тренировки остались позади. И вот сегодня занял третье место. Тяжело далась, но как бы в следующем году настроимся, подготовимся и будем работать за первое место. Очень много молодежи и детей. Это самое нужное, важное, когда не рассказываешь детям, как надо, а показываешь и вместе с ними делаешь. Хорошее ощущение, хороший праздник. Можно поучаствовать, выиграть что-нибудь. Лотерея есть и так далее. Я участвовал в соревнованиях. На кольцах забил один раз и в воздушке ни разу не попал. В дальнейшем, если будут проводиться, будешь участвовать уже как большой участник? Или на рыбалку там, допустим, или еще куда-нибудь? Да, буду участвовать. Это хорошее мероприятие. Надо еще поучаствовать. Хотелось бы, чтобы еще народу приезжали с семьями отдохнуть от городской, от суеты, от городского. Только так и можно сохранить умение. Мы даже женского пола даже рады к этой соревнованию. И каждый хочет поучаствовать. И женщины, и дети маленькие. Да? Видели, наверное, маленькие дети хотят бросить дротики и кольца. Очень даже это актуально, очень даже радует, что все хотят в спортивном стиле соревноваться с такой теплой и, как сказать, с хорошим настроением. Люди приходят сюда, очень рады. В этом году я нынче приехала впервые. Я очень, так сказать, в восторге от такого мероприятия. Очень много разновидностей. Я вижу призы очень хорошие. И сама тоже приняла участие. Вообще классно, конечно. Между прочим, юному поколению понравилось провести день здесь, а не за телефоном. Впечатления очень хорошие. Было очень интересно в соревнованиях. Я участвовал с воздушки и в шариках, где нужно бросать. С шариков я не один раз не попал, а с воздушки я попал один раз. Не знаю, займу ли я место. Из дротиков я занял 9 баллов. Было очень интересно, чтобы этот праздник был таким же веселым каждый год. С воздушки стрелял, шарик бросал и кольца. И как успехи? В кольцах и в шарах неудачно, а в воздушке 2 раза попал.
нужно ли такие соревнования вообще? Вот такой день? Ну, для любителей, да. Соревнования, там, рыбалка и так далее. Рыбачишь, охотишься? Да. Ходишь? Да. За 20 лет конкурс полюбили. В село съезжаются с разных сел и города. Кто-то пробовать свои силы и навыки. В чем-то есть секрет вообще такой скорости? Какая-то игра, удача, привычка, необходимость жизненная, потому что все время дрова пилим, работаем иногда, занимаемся этим. Впервые, ну, не впервые участвуете, да? Я во второй раз после СВО. Так что... Кто-то разминается перед охотничьим сезоном. А кто-то просто провести день с удовольствием. При любом раскладе это намного лучше и интереснее, чем просто остаться дома. Здоровье, да, здоровье, в первую очередь, конечно, здоровье, удачи, любви в жизни, ну и мира на ней. И мира на ней, чтобы в этом году война закончилась, победа всегда будет за нами. Все равно. Ну, чтобы всем удачи, конечно, чтобы кто, как говорится, победил сильнейший. Вот напарника вдвоем. Это он сегодня меня буквально вот здесь вот уговорил. Пойдем, пойдем. Я говорю, ну там молодежь. Он говорит, ну и что, поучаствуем. Ну, говорю, ну давай. Ну вот поучаствовали, называется. Почти с самого начала с организаторами Владимир Шипицын. У него есть свой конкурс, который он и проводит. Для победителей классные призы. Вот, допустим, первое место, тут стоит первое место и логотип мастера сзади есть. Сейчас я на нем произведу основные звуки, которые вы должны воспроизвести. Ну и послушайте звучание вот этих вот дорогих, хороших мунков. Между прочим, работать с манком – это вам не просто дуть в трубочку. Ценители изучают звуки, ритм, различают тон. У каждого манка свое звучание, спецы понимают. У нас призы очень хорошие. И на сегодня я думаю, что все участники этих мероприятий получат и призы, и подарки. Ну и думаю, что именно такие проводимые праздники, так скажем, это праздник, самый настоящий праздник для охотников, для рыбаков, вообще для людей, которые сюда приехали, просто участвуют как наблюдатели, как зрители. Вот. Я считаю, что такие мероприятия необходимы, и нужно проводить их ежегодно и практически практиковать это во всех районах, во всех улусах. День постепенно уступал место сумеркам, а участникам и зрителям зашло соревноваться со здоровым азартом. Уже затемно призы нашли своих владельцев, и, конечно, был определен главный победитель по итогам. Спасибо всем большое. Это юбилейное мероприятие было очень хорошим, было очень много участников. Так, и сказать, так, я хочу поблагодарить всех спонсоров, кто спонсировал эти соревнования. Филиппова Алексея Иосифовича, который поставил главный приз, вот мотоцикл. Также всем благодарю всех организаторов, кто остался в тени, был незамечен, все работали, всем большое спасибо. По ходу соревнования было очень сложно. Было 19 соревнований по 19 видам.
И хорошо, что получилось, цель была поставлена. Вот, все получилось. Праздник удался, а значит, продолжение должно быть обязательно. 2, 3. Открывай!